Тула – столица великих умельцев и оружейников. В XIV веке Тула была владением жены татарского хана-узбека Тайдуллы. Некоторые исследователи полагают, что ее имя могло послужить основой для именования города. Другие уверены, что название Тулы происходит от татарского слова «туле» – полный, изобильный. Также может усматриваться сходство гидронима Тула с тюркским названием Тула – болото. Три кита, на которых стоит Тула – это самовары, пряники и ружья. Благодаря оружейным заводам город стал настоящей кузницей победы в Великой Отечественной войне. Тульский центральный парк имени Петра Белоусова входит в десятку крупнейших парков Европы. Общая площадь парка составляет 143 гектара, 97 из которых покрыты зелеными насаждениями. Яуза – самая крупная река исторической Москвы после самой Москва-реки. Упоминается в летописях 1150-х годов как Ауза. Название, вероятно, имеет татарское происхождение. Сочетание слов «яуза» переводится как «место прохода войск», «восковой брод». Длина реки 48 километров. Протяженность реки в черте Москвы составляет более 27 километров. Под Яузой проходят 3 ветки метро и Лефортовский тоннель. Над рекой 5 железнодорожных, 22 автомобильных моста. Поскольку зимой Яуза почти никогда не замерзает, зимовать на берега реки перебираются птицы из Подмосковья. Здесь гнездятся гоголь, утка-кряква, красноголовый нырок, камышовая овсянка, а также изредка залетают на зимовку лебеди, кликуны, гуси и канадская казарка. Город Азов расположился в Ростовской области на левом берегу реки Дон. Он находится в 12 километрах от Таганрогского залива Азовского моря. Своим названием Азов, как полагают исследователи, обязан татарскому слову «азау», что означает «коренной», «основной», «важный». По другой версии, название происходит от татарского «азак» – «последний». В основанном в 1067 году Азове сейчас проживают более 80 тысяч человек. В исторической части города сохранились остатки Азовской крепости XVIII века. Город отличается компактностью и уютом, он очень зеленый. В каждом уголке нашей Родины, да и по всему миру, можно найти следы наших предков. Важно лишь увидеть, услышать и познать. Ассаляму алейкум!